Далее мы будем говорить о крымско-татарском языке, о его развитии в современном мире и о том, что такое крымский инжир. Все это обсудим вместе с экспертом, который включается в наш эфир. Когда Алим Алиев бывал в нашей студии, я помню, что много звонков было. Сейчас Алим Алиев по скайпу, и посмотрим, насколько будет взбудоражена аудитория радио Крым Реалии сегодня в этом эфире. Председатель общественной организации «Крымский дом» Алим Алиев с нами на связи. Приветствую. Приветствую, салям алейкум. Алейкум салам. И смотрите, мы сейчас, конечно же, несмотря на то, что в новостях несется вот такое, что столько событий, и, конечно же, многие неравнодушно наблюдают над тем, что происходит в Беларуси, но, тем не менее, надо поговорить и думать о том, что рядом с нами. Ты знаешь, Алим, я была потрясена, ну как потрясена, я просто тоже невеликий умник, так сказать, но я прочитала материал коллеги моего Николая Семины на сайте Крым Реалии, который, в общем-то, описывая, ну, конечно, там и там времена Богдана Хмельницкого, который знал крымско-татарский язык и вел переговоры и прочее, что люди старшего возраста, не крымские татары в Крыму, но которые вот до сих пор еще живы и знают крымско-татарский язык, потому что они так общались. То есть нормальная история для Крыма до депортации, если вот сейчас ты меня поправишь, если я что-то неправильно говорю, да, о том, что люди говорят на языке друг друга, особенно когда они соседи живут рядом, и это ок. Я сама замечаю, что когда нахожусь долгое время в крымско-татарской среде, и хоть все вроде могут там говорить на русском языке, но тем не менее какие-то слова на крымско-татарском, это уже на меня влияет, я уже тоже запомнила что-то, и, конечно, если погрузиться в повседневное такое общение друг с другом, то, в принципе, получается так, что не крымские татары с легкостью могут выучить определенные слова, фразы на крымско-татарском языке. Да, это абсолютно так, и это, наверное, нормальный процесс, когда ты живешь в одном пространстве, живешь в одной стране, и ты знаешь язык как титульной нации, так и коренного народа, да, народа, который есть своим народом, да, который этногенез произошел на твоей территории, и поэтому это абсолютно правильные и нормальные процессы взаимопроникновения культур. Да? Ты сейчас немного говорила, до этого вы говорили о Беларуси, о протестах, которые происходят там. И, конечно же, один из факторов, я говорил это и убежден абсолютно, один из факторов построения гражданского общества, сильного гражданского общества, это как раз-таки фактор и культуры, и образования. Да, и я очень надеюсь, что наши белорусские друзья все-таки рано либо не очень поздно выберут право быть и жить в демократической стране. Тут можно говорить об общей черте, я так и скажу, о проблеме с языком, потому что для Беларуси это большой, огромный вопрос, поскольку русский язык там сильно вытеснил белорусский язык, и на самом деле это проявление тоже определенного патриотизма по отношению к своей стране в Беларуси писать на белорусском, говорить на белорусском языке, и здесь мне кажется, что есть общее несколько с крымско-татарским языком, потому что, опять же, когда есть рядом титульная нация, когда есть основной язык, а тем более сейчас в ситуации с оккупацией Крыма, когда очень многие крымские татары говорят о том, что сложно, например, попасть в крымско-татарские классы, детей туда отдать, да, чтобы они изучали язык. То есть вот это, наверное, общая проблема где-то в чем-то. Как ты можешь сказать сейчас, как обстоят дела с крымско-татарским языком и в твоей, там, например, семье, в твоем окружении и, в общем, в Крыму? Собственно, ты абсолютно права, да, потому что до 2014 года русский язык, конечно же, доминировал в Крыму, то есть в публичном секторе это был практически русский язык. Да. Сейчас эта тенденция, конечно же, еще больше. У нас нет фактически в Крыму украинского языка обучения, да, и молодое поколение, которое вырастает сейчас на полуострове,
оно должно само находить какие-то инструменты онлайн-образования и так далее для того, чтобы знать, не потерять родной язык, либо для того, чтобы поступать в украинские вузы. С крымско-татарским языком история также сложна, потому что сейчас родители, родительские комитеты ходят и просто выгрызают право, чтобы их дети учили язык. Если мы возьмем то, что крымский татар в Крыму живет, да и в принципе в Украине живет чуть больше, наверное, 300 тысяч все-таки, то это население одного города Херсон. То есть это очень небольшая группа людей, но очень пассионарная. И поэтому нам точно не простят будущие поколения, если мы забудем крымско-татарский язык, если мы не будем говорить на нем, если мы его не будем сейчас развивать. Я так понимаю, что мы сейчас уже переходим непосредственно к конкретному событию, которое, в принципе, и помогает изучать, усовершенствовать свой крымско-татарский язык. И нужно сказать, что Крымский дом уже объявил о приеме работ на конкурс поэтов, прозаиков и переводчиков. Конкурс называется «Крымский инжир». И, как сообщали организаторы ранее, Алим сейчас об этом расскажет, свои произведения можно присылать до 31 октября 2020 года. Время еще есть. И писательский конкурс «Крымский инжир» призван способствовать распространению и развитию крымско-татарского языка и литературы, актуализировать тему Крыма и крымских татар в украинской литературе и способствовать появлению взаимных переводов для более глубокого взаимного познания двух культур. Такое вот официальное сообщение. Я бы хотела тогда попросить тебя, Алим, сказать и в общем, да, что уже есть по результатам этого конкурса, потому что первый же «Крымский инжир» прошел летом 2018 года, да, в прошлом году был второй, и вот сейчас ждет всех нас третий этот конкурс. Что ты можешь сказать по поводу вот, категорий, в которых можно принять участие, да, и по поводу того, нужно ли откладывать до последнего дедлайна, до конца октября, или, возможно, уже есть люди, которые уже присылают свои работы? Ты знаешь, крымский инжир — это действительно как дерево, когда ты посадил росток и наблюдаешь, как оно крепнет, как оно растет, развивается, как начинает плодоносить, и это, конечно же, не может не радовать. Действительно, у нас конкурс, мы в этом году объявили третий конкурс, несмотря на пандемию, на то, что у нас сейчас все происходит либо в режиме онлайн, либо, к сожалению, не происходит в культурной сфере. Но для нас было принципиально важным этот конкурс объявить, тем более мы уже ждем, уже фактически подготовили вторую антологию крымского инжира, которая выйдет осенью, в декабре. Так, либо иначе. Снова же мы сейчас проговариваем, просматриваем несколько вариантов. Мы объявим и победителей, и, конечно же, наградим этих победителей. Крымский инжир вот сейчас, по прошествии 3 лет, действительно, он немного видоизменяется, он укрепляется. У нас в этом году остались все те же категории, но, например, это, напомню, поэзия на крымско-татарском и украинском языках, проза, также это взаимные переводы с украинского на крымско-татарский и наоборот. В этом году мы сняли ограничения на переводы. У нас были только современные переводы, а теперь можно и переводить и классическую литературу, и как поэзию, так и прозу, потому что для нас важно, например, открывать украиноязычного, условно говоря, ашикскую поэзию, поэзию крымского ханства, либо там, следующий год — это 150 лет со дня рождения Леси Украинки, да, это, возможно, у нас будут переводы как раз-таки с украинского на крымско-татарский язык. Но также подчеркну, что мы усиливаем наше направление, и к нам присоединилась в этом году и Майя Софет, как член жюри. Она победительница первого инжира.
Это, собственно, конечно же, вот, дает все большую экспертизу нам, и я благодарен всем членам жюри. И скажу еще, что вот в первый день, когда мы огласили крымский инжир, то уже к нам пришли три работы. Это говорит о том, что люди ждут, люди уже пишут, люди планируют, что они будут подаваться, поэтому мы призываем всех подавать свои работы, как уже маститых, профессиональных авторов, так и тех, кто только делает свои первые шаги в литературе и в переводах, присылать свои работы, потому что крымский инжир мы делаем все вместе. Да, это такой уже, наверное, по праву национальный конкурс, и это, конечно, радует. Алим, а какие самые популярные категории, да? Куда все-таки работ больше приходит? На перевод, на свою там прозу или поэзию? Поэзия. Очень много работ приходит на поэзию. Поэзия на украинском языке и также поэзия на крымстарском языке. Поэтому, конечно же, хотелось и сбалансировать и с прозой, но мы понимаем, и это, наверное, также хорошо, что поэтов в нашей стране больше, те, которые пишут о Крыме. Еще хочу просить, не откладывайте на последний момент свои работы, присылайте их, потому что все члены жюри получают работы в зашифрованном виде, и уже с сентября месяца мы начинаем их читать и оценивать. Скажи, пожалуйста, я-то помню все, и первый, и второй инжир, потому что я его вела, и второй инжир мы вели вместе с Османом Пашаевым, я надеюсь, что он скоро присоединится к нашему эфиру. Я вот о чем. Конечно, вот эта официальная церемония достаточно торжественная, красивая, начиналось все с актового зала, если можно так назвать, небольшого, на самом деле, в Крымском доме. В прошлом году это было уже в большом зале. Я хочу спросить у тебя о мотивации людей. Ты говоришь, что есть уже люди, которые в первый день, когда объявлен конкурс, уже отправляют свои работы. Есть люди, которые приезжают непосредственно из Крыма. Возможно, это поездка раз в год, да, на материк, там, в Киев. Для людей приехать, увидеться, это большой праздник. Все-таки это конкурс о том, чтобы сохранять такие культурные связи, чтобы обмениваться знаниями языков, творчества, литературы, или о том, чтобы провести потом этот вечер вместе, потому что это тоже такая особая часть, просто так собрать вроде как не всегда получается, а тут есть многомесячный такой путь к тому, чтобы один вечер провести вместе. Ну, не один, давай будем откровенными, да, в прошлом году мы крымский инжир провели 3 дня, да, с пятницы по воскресенье. На самом деле ты абсолютно права, когда говоришь о том, что люди приезжают из Крыма, обмениваются с теми, кто живет на материковой части Украины, своими мыслями, своими идеями, получают вдохновление и те, и в том числе организаторы. Для меня, конечно же, как для одного из координаторов фестиваля, сначала идет достаточно тяжелый путь подготовки, но потом ты вот получаешь такую моральную сатисфакцию, когда общаешься с этими людьми, со светлыми, с умными, с талантливыми, и это тебя вдохновляет дальше делать такие конкурсы. Снова же скажу о самом конкурсе. Да, в этом году мы его объявили вот буквально несколько недель назад и ждем приема работ до 31 октября этого года. Поэтому, пожалуйста, присылайте свои работы. Еще раз говорю, на украинском, на русском языке. Все условия конкурса вы можете прочитать на сайте Крымского дома, либо на Facebook-странице Крымского дома. Поэтому welcome. К нам присоединяется к нашему разговору с Алимом Алиевым, который по видео скайпом, Осман Пашаев, украинский журналист. Осман, салям алейкум.
Привет. У нас сейчас такой разговор с Алимом. Мы говорим про конкурс «Крымский инжир». Я тут вспомнила, что, Осман, в прошлом году мы с тобой проводили вот торжественную церемонию. И я бы хотела у тебя спросить. Ты человек, который много размышляешь о том, о предназначении языка, о том, на каком месте сейчас находится крымско-татарский язык, о том, что нужно его изучать. Ты много об этом пишешь на своем Фейсбуке. Как ты думаешь, может быть, ты уже наблюдаешь за время существования крымского инжира, только 3-й год, ведь есть ли уже изменения в лучшую сторону относительно изучения крымско-татарского языка, того, чтобы люди вводили его в быт и больше говорили именно на крымско-татарском языке дома, в семьях, в компаниях друзей? Екатерина, я думаю, что все-таки инжир – это не столько про крымско-татарский язык. Инжир – это про литературный процесс, прежде всего, связанный, понятно, с крымско-татарским языком, на крымско-татарском языке, но это про литературный процесс в крымско-татарской среде, и инжир на это действительно позитивно влияет. Вот если даже взять сборники инжира, в нем уже проглядывается начало этого литературного процесса, которого, к сожалению, последние 2 десятилетия точно не наблюдалось. Я могу сказать, что, наверное, со смертью Шакира Селима, это очень такой выдающийся крымско-татарский поэт, вообще поэзия практически, можно сказать, закончилась, потому что то, что я видел, Алим, если здесь на связи, даже Алим подбирал мне кое-какие сборники, выходившие из крымско-татарской поэзии. Честно говоря, я не буду критиковать, но можно было сказать, что крымско-татарской поэзии не было, и инжир, или почти не было, было незаметно, а инжир этот пробел восполняет. И то, что я вижу, инжир очень сильно способствует этому литературному процессу. Во всяком случае, поэзии про прозу я пока говорить не могу, плохо познакомился с ней. А что касается языка, это про другой крымско-татарский язык. Для возрождения крымско-татарского языка здесь нужно, конечно, усилия самой Украины. И если Украина уже признает крымских татар коренным народом Украины, то, наверное, какие-то минимальные знания крымско-татарского языка должны быть у многих украинцев. Украинцам, чтобы понять себя и свою топонимию, которая от востока до запада пронизана тюркизмами, наверное, это общенациональная должна быть и тема в том числе для сохранения крымско-татарского языка. Алим Алиев действительно с нами на связи. Алим, я думаю, что тебе есть что ответить Осману. Не, Осман абсолютно прав в том, что действительно мы по крупицам сейчас собираем это, и большую часть мы делаем своими силами. И, к сожалению, такой сильной поддержки со стороны других стейкхолдеров, о которых и Осман в том числе говорит, мы ее не чувствуем, но есть большая поддержка украинских интеллектуальных элит, и это, конечно же, очень важно, потому что это дает как раз-таки толчок. Вот ты когда спрашивала, и говорила о этих фестивалях, да, я понимаю, что важно показать, например, крымско-татарским поэтам, писателям, переводчикам, что их тексты важны не только для небольшой группы людей, а что они могут быть интересны не только крымским татарам, а что они могут выходить точно за рамки, за пределы и полуострова, и крымского народа. Осман, мы вначале с Алимом говорили о том, для меня просто было открытие, что люди старшего возраста, они и вот до депортации, если ты не крымский татарин, это не значит, что ты не знал крымско-татарский язык, находясь рядом, живя рядом, соседи могли знать и знают сейчас, вот есть старики, которые знают крымско-татарский язык, не будучи, опять же, крымскими татарами, что это, в принципе, в мультикультурном, мультинациональном таком вот регионе, как Крым, это, в принципе, нормальная история. И почему бы сейчас отбросить вообще все вопросы, даже политику не хочу сюда вмешивать, хотя вопрос языка — это всегда политика, но не в том контексте. Сейчас бы хотела просто об этом говорить. Если мы с тобой соседи, если мы живем с тобой не один десяток лет рядом, общаемся, то, в принципе, этот обмен языками, культурными ценностями, он же происходит. И это круто и нормально
получается так, да, что знать язык друг друга, несмотря на то, что, конечно, русский там преобладает, и все вроде как его понимают и говорят на этом языке. Возможно ли сейчас сделать такой тренд каким-то образом или культивировать его для того, чтобы мы не боялись просто знать языки друг друга, может, не на каком-то литературном уровне, да, а на бытовом, но это же круто. Ну, Катя, знаешь, есть разные мифы о том, как, где и было, когда ты знаешь, есть мифы о некой такой какой-то там довоенной или дореволюционной Одессе, где все говорили и на греческом, и на иврите, и на албанском, и на болгарском. Или, как недавно мне попался какой-то текст про то, что в Киеве говорили там и на идише, и на каких-то тюркских наречиях, на татарке. Я не знаю, как это было. Есть какие-то исследования по Европе, что действительно до становления вот в 20 веке национальных государств и двух войн, которые привели к взаимному изгнанию очень многих народов и появлению мононациональных городов, действительно многие города были такими, где люди могли говорить на разных языках. В Крыму немножко другая ситуация. Мы не будем брать период до первой аннексии Крымского ханства, до депортации крымских татар в 1944 году. А крымско-татарский язык просто лингва франка для Крыма. Даже составляя уже меньшинство в Крыму, коренной народ крымские татары, а русские, которые туда приезжали, это был показатель, кто коренной, а кто приехавший, они вынуждены были изучать крымско-татарский язык, потому что компактно все равно в селах, в горной местности проживали крымские татары. Таким образом, даже в городах были кварталы, где компактно сохранялась крымско-татарская такое доминанта, и приезжие, даже составляя потом уже большинство, вынуждены были изучать. Более глубоко, наверное, должны это исследовать другие люди. Как сейчас это делать, я не знаю. Все-таки мы находимся в ситуации, когда доминирующие языки уже определились, и другие языки находятся, это связано и с интернетом, и медиа, другие языки находятся в состоянии просто исчезновения, и просто так вот, а давайте мы сейчас заговорим еще и на крымско-татарском языке, но, наверное, просто так, а давайте не получится без каких-то серьезных рыночно-государственных здесь подходов к этому. То есть, например, если говорить о крымско-татарском языке, просто для него надо создать не только среду, а для него нужно затребованность такую, да, вот в том числе на государственном уровне. Тогда у меня к вам, каждому из вас, такой последний вопрос. Все-таки ваши рекомендации, что должно сделать государство, и может ли оно как-то повлиять на ситуацию в аннексированном ныне Крыму, да, на котором нет контроля украинской власти, но все-таки что можно сделать сейчас для того, чтобы поддерживать крымско-татарский язык, для того, чтобы его изучали, на нем говорили все больше и больше людей, не только крымских татар? Осман. Смотри, во-первых, назрело время проведения конференции по крымско-татарскому языку, по его, в том числе, стандартизации, по его, наконец-то, по окончательному переходу на латинскую графику и всех проблем, связанных с этим. И понятно, что эта конференция на сегодняшний день не может быть проведена в оккупированном Крыму, потому что в ней должны участвовать не только там крымско-татарские филологи, в нем должна участвовать мировая тюркология. И единственное место, где там можно проводить, это в свободной части Украины. Ну, где, кроме Украины, проводить, если крымские татары, коренной народ Украины, и крымско-татарский язык, получается язык Украины. Это первое, да, как бы, и сама организация этой конференции на достойном уровне. Это задача украинского государства. Второе, то, что мы говорили, крымско-татарский язык в каком-то объеме, наверное, должен быть во всех школах Украины. Это коренной язык, язык коренного народа Украины. На каком-то минимальном уровне, но я боюсь, чтобы это не было превращено в такую вот что-то скучное, неинтересное, результатом которого может быть вот этот вот нашумевший ролик неприятный, да, с выпускниками в одной из киевских школ. То есть, если это будет в каком-то интересном виде, так, чтобы заинтересовать школьников по всей Украине, возможно, в каком-то очень интерактивном. А для этого надо подготовить специалистов. Это не вопрос, что мы сегодня решили и с 1 сентября завели. Если это сегодня будет решено, то это лет через 5-7 можно будет запровадить это, потому что нужно какое-то количество специалистов. Вот. Но это первое, что приходит в голову. Спасибо огромное. Алиев, что скажешь ты? Точно мы должны бороться за следующее поколение, и эти поколения не только крымские татары, да,
должны не просто иметь доступ к изучению крымстарского языка, но и понимать потребности, да, понимать там, модность языка и так далее. С точки зрения коммуникации это очень важно. И элементарные, и онлайн-курсы, интерактивные, и по крымстарскому языку, по истории Крыма, что очень важно. Да, у нас, к сожалению, нет еще такого курса. Это то, что нужно делать. Когда будет эта потребность, и эта потребность будет чувствоваться и среди украинцев, то это даст, конечно же, стимулы крымским татарам. Да? И вторая вещь, о которой не часто говорят в контексте языка, но она важна, и она важна с точки зрения не просто сохранения идентичности, но и развития идентичности. Это все-таки национально-территориальная автономия крымских татар, и это изменение в Конституцию, потому что эти изменения дают как раз-таки, они, знаете, оздоравливают сам организм народа, для того, чтобы народ дальше мог развиваться и не просто сохранялся как в коконе, но и развивал свой язык, свою культуру и шел с миром в одном шаге. Спасибо большое за то, что включились в эфир, и мы так интересно поговорили. Алим Алиев, Усман Пашаев на связи со студией радио Крым Реалии. Говорили мы о развитии крымско-татарского языка, а вы звоните нам 8 800 10 06 926, оставляйте свои мнения на автоответчик, что вы думаете по этому поводу. И, в общем-то, рада, что все мы с вами на 648 АМ имеем возможность общаться и говорить о важном. Эфир провела Катерина Некречи. Оставайтесь с радио Крым Реалии. До встречи.